Бюджет традиционно самый объемный законопроект. Его каждому депутату вручают в специальном портфеле. На 2022 год доходы сверстали в размере 294 миллиарда, расходы 305 миллиардов рублей. Тем самым дефицит почти 11 миллиардов. В два последующих года казна также дефицитная. Недостачу планируют покрыть за счет будущих доходов. Основной источник казны Татарстана – нефтяная и нефтехимическая промышленность. Это порядка 50%. Нефтепереработка в основном большой объем связан от тарифа. Есть подоходный налог, есть и транспортный, есть и земельный налог, который платит группа компаний. Но весомый налог здесь я сразу скажу, потому что здесь основной большой объем составляет Нижнекамск нефтехим, Казань Оргсинтез, ТКК-16. Бюджеты всех муниципалитетов сверстали бездефицитными. Как отмечают, бюджет Татарстана максимально сбалансирован и, как и ранее, социально ориентирован. На социалку пойдет около 80% всех средств. Бюджет следующего года остается программным, что позволит продолжить работу по развитию территории республики, направить капитальные средства на первостепенные нужды – это жилье, дороги, здоровье, коммунальную сферу и другие. Основной объем программных расходов бюджета приходится на направление «Человеческий капитал», что согласуется с основными направлениями социально-экономического развития, озвученными в ежегодном послании президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова Государственному совету. В бюджет Татарстана пока не заложили средства для компенсации потерь малого и среднего бизнеса в связи с введением QR-кодов и нерабочих дней. Но, как сегодня сообщил министр экономики, меры поддержки сейчас готовит федеральное правительство. В ближайшее время должно выйти соответствующее постановление. Будут введены антикризисные меры поддержки бизнеса. Это гранты в размере 1 МРОТ и возобновление программы так называемый ФОД 3.0, которые направлены на поддержку бизнеса из пострадавших отраслей, в том числе и из сферы общественного питания. Большинством голосов депутаты приняли бюджет в первом чтении. Бюджет очень напряженный, сбалансированный, насколько это возможно, в условиях пандемии коронавируса, его последствий влияния на экономику. Считаю возможным его поддержать в первом чтении. Также сегодня депутаты рассмотрели бюджет Татарстанского фонда обязательного медстрахования. Он в основном формируется за счет федеральных субвенций и рассчитывается, исходя из числа застрахованных граждан. Доходы и расходы практически равны. Бюджет 2022 года имеет небольшой дефицит, который планируют покрыть остатками средств этого года. Депутаты сегодня поинтересовались расходами фонда в связи с ростом количества заболевших ковидом. В следующем году планируются средства на проведение углубленной диспансеризации людей, переболевших ковидом. Просто я хотел уточнить, сколько в этом году было запланировано, были ли какие-то средства и насколько увеличится на будущий год. Это очень важно для людей. Выделялись 72 миллиона рублей запланировано в бюджете фонда 134 случая углубленной диспансеризации. На следующий год планируется рост в 3 раза больше по средствам, это 231 миллион. Бюджет фонда УМС также приняли в первом чтении, как и бюджет республики. Его начнут готовить ко второму чтению. До 5 ноября парламентарии будут вести сбор поправок. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.